Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Василий Газизуллин, я руководитель компании Top Franchise. Мы занимаемся созданием и продвижением франшиз. С Гульнарой Яруллиной мы знакомы уже много лет. Также вместе работали над развитием франчайзинга в России какое-то время. Сегодня я в штабе Татар в Москве. Мы сегодня говорим о бизнесе, мы подводим итоги 2025 года, и на 2026 год мы, несмотря на все сложности, несмотря на все нововведения и так далее, мы смотрим оптимистично. Каждый из нас должен быть в ладах с собой, знать, что Бог нам дает все самое лучшее, мы иногда просто этого не видим. Вот. И даже испытания, которые мы получаем, будем получать, они только для того, чтобы мы становились лучше. Вот. Лайфхак, который я бы хотел сказать, это то, что мы, конечно же, не только думали о рынке сбыта, если кто-то занимается бизнесом, да, товарами, услугами, внутри своей страны, своего микрорайона, города, а знали, что мы живем в огромном мире, где живет больше 8 миллиардов человек, поэтому простые действия, которые вас выведут на международный рынок, английский язык, арабский язык и переводы своих материалов на эти языки, сделать так, чтобы вас видели все там поисковые машины, искусственные интеллекты и так далее. И пусть 26-й год для вас будет годом, когда вы выйдете на международный рынок со своими товарами и услугами из России. Здравствуйте, меня зовут Азалия, я из города Уфы. Сегодня я была на мероприятии от клуба «Сильные люди» в штабе Татар-Башкир, прямо в центре Москвы. Я очень рада, что я оказалась сегодня здесь. Здесь собрались очень сильные предприниматели. Сегодня мы обсуждали очень важные темы, затронули весь будущий 2026 год, как действовать, как работать. И в силу того, что мы здесь обрели очень много новых знакомств, я уверена, что следующий год он будет прорывным. Всем привет, меня зовут Фелис Гениев, я управляющий партнер адвокатского бюро Гениев и партнеры. Сегодня выступал в штабе Татар в Москве. Огромное спасибо Гульнаре и Айнур за то, что пригласили на эту площадку. Приятно было находиться в кругу своих людей, очень уютно, приятно приняли. Обстановка абсолютно теплая, семейная. Благодарю, спасибо вам большое за приглашение. Платите налоги, спите спокойно. Меня зовут Артур. И я был сегодня на мероприятии, которое устраивала Гульнара в штабе Татар. У нас бизнес-встреча была, приехали татары со всего региона, и мне откликнулось, я увидел, почувствовал нашу общую культуру и как взаимодействуют татары между собой и с Россией, окружающим миром. Потому что люди были, которые как раз и на мир выходят, и считаются одними из передовых, поэтому познакомились, пообщались, понравилось. Также вас приглашаю, потому что это мероприятие собирает интересных людей. Я тоже интересный человек, занимаюсь мужской одеждой, стиль и строю, проектирую красивые, интересные дома. Встреча прошла живо, и потом у каждого было время поговорить и узнать друг о друге. Я Богданов Рустем, мне 44 года, я женат, у меня 3 детей, я многодетный отец. В Москве я проживаю с 2005 года. Моя родина, скажем так, корни башкирские, а жил я и в Казахстане, и в Сыктывкаре, и в Сочи, и в Сургуте. Это на севере такой город есть. Поэтому, когда меня спрашивают, где моя родина, мне сложно ответить на этот вопрос. И очень долгое время я обращал внимание в социальных сетях на вот эти вот видео с этих мероприятий, которые устраивает штаб Татар, и, честно говоря, с огромным удовольствием и интересом наблюдал. И вот сегодня так случилось, что получилось мне сегодня приехать первый раз в этот штаб. И, честно говоря, я в таком нахожусь глубоком удовлетворенном состоянии, потому что настолько позитивная, душевная, добрая и настоящая такая домашняя атмосфера, которая не может, мне кажется, оставить никого равнодушным. Могу сказать, что вот для меня очень важно то, что люди смогли, я про организаторов сейчас говорю, что люди такие, которые организовывают такие мероприятия, всегда у меня вызывают огромное уважение, потому что умение объединить людей – это на самом деле талант. И люди, которые занимаются такими мероприятиями, создают такие мероприятия, конечно, очень ценные. И такие люди на вес золота.
Я им, конечно, хочу сказать огромное спасибо, потому что такой опыт, который сегодня я получил, общаться с ребятами, в том числе предпринимателями, та информация, которая была сегодня представлена спикерами, очень интересная, но по-хорошему эти такие темы были поверхностные с точки зрения раскрытия информации, хотя на самом деле можно и более углубленно, что ли, рассказывать про те или иные темы и приглашать более таких вот, уделять больше времени таким вот спикерам, потому что реально было интересно, вкусно, тепло, красиво. Всем предпринимателям в следующем году желаю кратного роста. Для этого посещайте мероприятия, общайтесь, делитесь опытом и личным, и также будьте всегда в позиции ученика, учитесь всему новому. Я хочу вам пожелать на Новый год, чтобы у вас все получилось в жизни, открылись дороги, стало более благополучнее, и, как говорится, в кризисы кто хочет, тот растет, и я хочу, чтобы вы больше хотели и открывались этому миру в такой период, и помогайте, так как больше отдаете, так больше и приходит. И вот как раз такие мероприятия, как нетворкинг такой в широком смысле, он дает возможность узнать вас, узнать себя, и также и обо мне люди узнали, и я других узнал. Приходите.